Более 1000 участников, полсотни дискуссионных площадок. Образовательный форум Коми с каждым годом растет и меняется. Становится все более открытым для диалога всех сторон образовательного процесса, где можно каждый вопрос разобрать детально и понять, куда двигаться дальше. Лейтмотив 4-й конференции «Национальный проект образования». В рамках него сегодня в Коми реализуется 9 региональных программ. Одна из них посвящена молодым специалистам. Сегодня в отрасли большую ставку делают на педагогов-новаторов, которых воспитывают со студенческой скамьи. Для учителей будущего в СГУ открыты новые мастерские, соответствующие мировым стандартам. В этом году 4 учреждения профобразования в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» при поддержке правительства Республики Коми с республиканским финансированием получили большие средства федерального бюджета. И вот сегодня первая площадка открывается, где мы увидим современную технику, современное оборудование для того, чтобы наши студенты получали образование в хороших и качественных условиях и, выходя уже на работу, моментально включались в этот процесс. А чтобы уже в первые годы работы адапционный период молодого учителя прошел без стресса, его ведет наставник. Эта система сегодня работает в каждой школе, детском саду и центре дополнительного образования. Молодые педагоги – еще один региональный проект, куда вошло уже более 3000 человек. Официально есть регистрация на данный проект. Как только молодой педагог регистрируется, начинается его сопровождение. Он включается в систему методических семинаров. Например, летом у нас был традиционный уже хакатон. Это летняя школа молодых педагогов, когда в течение 3 дней наши молодые педагоги все вместе обсуждают самые важные проблемы, когда наставники ставят перед ними образовательные задачи и когда вырабатываются какие-то новые решения. Вместе с тем педагоги со стажем тоже не остаются в стороне. В рамках проекта «Учитель будущего» для них разрабатывается система поддержки. Для начала у учителя выявляют так называемый образовательный дефицит. И уже с учетом результата отправляют его на курсы повышения квалификации, на стажировку в лучших образовательных учреждениях Коми. Это школы-лидеры, которые берут шефство над отстающими школами и подтягивают своих коллег, погружают в новые технологии и инновации. Успех у каждого ребенка – еще один региональный проект и тема для дискуссий. Как сделать жизнь ребенка интересной вне школы и профориентировать его? Для этого в Коми развивается дополнительное образование. Недавно на базе гимназии искусств открылся центр по выявлению одаренных детей. Сейчас закупаются музыкальные инструменты и дополнительное оборудование для оснащения предметных лабораторий. Кроме того, республика получила субсидию на открытие в Ухте кванториума, такого же, как в Сыктывкаре. На базе стационарного детского технопарка будет создан еще и мобильный. Это передвижная станция на базе автомобиля, которая будет оснащена оборудованием, и вместе с людьми будут ездить в ближайшие агломерации, это населенные пункты, проводить уроки с детьми, в том числе различные мастер-классы, уроки технологии. То есть в этом учебном году должно быть охвачено 6 населенных пунктов. То есть эта поездка не на один день, приехали, познакомились, это полноценный цикл, то есть в течение 12 дней очно работают преподаватели с детьми, и потом в течение полугода сопровождают и преподавателей, и детей на этих уроках. А в СГУ школьники 5-11 классов могут бесплатно учиться на курсах по журналистике, разработке компьютерных игр, микробиологии и робототехнике. В сентябре здесь открылся Дом научной коллаборации имени Витязевой. Такой же центр планируют создать и в Ухтинском университете. В целом в рамках регионального проекта к 2024 году 80% детей должны будут охвачены доп. Образованием. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.